Шамлар, это Мазмазлар на АТР, в студии меня Джипар. Осман Пашаев. Наш гость, неожиданный гость, мы даже не планировали, вот так получилось спонтанно. Главный тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе, старший тренер просто сборной России по греко-римской борьбе Рустем Мамбетов. Хош келдиңиз. Хош келдиңиз. И у нас такая встреча сразу после Олимпиады. У России хорошие результаты. Вы довольны результатом своего подопечного? У вас тоже был подопечный на Олимпиаде. Мингиян Семенов, да? Да. Ну, в принципе, доволен. Ну, конечно, каждый... Ну, довольно может быть только золотом, как бы, скажем так, удовлетворен. У вас бронза. Да. Но вы говорили, что вот до эфира максимум рассчитывали на серебро. Почему? Нет, я рассчитывал на золото, но по ходу соревнований, вот я просто видел, какой на данный момент был иранец, я понимал, что как бы на данный момент его обойти... Ну, а что помешало Семенову обойти? Иранца? Нет, он с ним не встретился. Он проиграл азербайджанцу в первой встрече, и потом как бы утешался, и он имел только право бороться уже за третье место. Вот. Ну, то есть я при лучшем раскладе говорю, если бы он выиграл Байрамова, азербайджанца, и боролся бы в финале, ну, очень сложно было вот бы как выиграть. тренер, все-таки победа – это физическая подготовка или психологический настрой? Ну, несомненно, и то, и другое, но на соревнованиях такого ранга, я думаю, больше психологически. Рустам, вот давайте о вас. Вы родились в Таджикистане. Да. И с 91-го года живете в России. То есть с Крымом вы практически никак не связаны. Ну, по большому счету, да. Хотя у вас был выбор, да, в свое время переехать в Крым? Ну да, где-то в 90-х годах как бы у меня, ну, немножко, кажется, было право выбора. Меня приглашали или в Крым сюда приглашали тренироваться. Ну, то есть мог остаться в Душанбе, но хотя на тот момент там военные действия как бы были, так неспокойно было. Приглашали в Петербург, и как бы Рустем Абдуллович Казаков, в то время он был главный тренер ЦСКА, он приглашал меня тоже туда. И вот, ЦСКА это... Это Центральный спортивный клуб армии в Москве. Но, да, на тот момент это было как бы, ну, очень престижно. И то, что а вы выбрали Санкт-Петербург? Ну, скажем, больше мой тренер повлиял на то, что как бы, честно говоря, так, у меня немножко с тренером конфликт тогда произошел, потому что мне было неудобно вообще тренеру сказать, что мне надо уезжать, ну, как бы в Крым или куда-то. Ну, он сам это, видимо, прочувствовал, и он предложил, говорит, вот есть возможность поехать на в то время еще Ленинград, как бы, как ты смотришь на это? Ну, я упирался, отказывался, как бы, если уже вы мне даете добро уезжать, то я тогда лучше в Крым поеду. Ну, как бы вот так, разговор разговором состоялся. И вот 18 лет, вы уезжаете из Таджикистана в Россию, в Санкт-Петербург. Да. Какие амбиции еще тогда у молодого спортсмена были? Чего вы хотели достичь и что не удалось? Ну, вы знаете, скажу честно, да, о том, чтобы там, о Олимпиаде, о что-то таком, на тот момент я не мечтал. Ну, как бы, юношеский азарт, наверное, такой был, да, хотелось тренироваться, хотелось дальше выступать, желание выигрывать, конечно, но на тот момент как бы я не думал о какие каких-то... самые большие ваши спортивные достижения? Ну, за рубежом, как бы, если брать, то победитель Кубка мира я, двукратный призер чемпионата Европы, и Олимпийские игры среди военнослужащих я выиграл. Это отдельные Олимпийские игры, да? Это отдельные, как бы, ну, тоже, ну, среди военных такие же Олимпийские игры, точно такие же Олимпийские игры среди военных. Мне всегда было интересно, греко-римская борьба вроде бы европейский вид единоборств, да, но почему-то всегда призовые места практически занимают восточные мужчины. В чем соль? Как бы я не совсем согласен с вами. Сейчас, конечно, больше призовые места занимают бывшие страны СНГ. Вот, если взять пьедесталы, ну, практически, как бы, можно сказать, что основную долю занимают, то есть берут тот же бывший Советский Союз. Ну, а самые сильные спортсмены кавказские мужчины? В нашем виде спорта? Да. Ну, много, скажем так, с Кавказа, но преобладают другие. А почему в Европе? В нашем виде преобладают другие. Вот в вольной борьбе, да, там, ну, 99% как бы. А почему в Европе этот спорт не так популярен, например, как? Нет, почему? Наоборот, наш спорт в Европе более популярен, я думаю, чем вольная борьба, потому что у нас все-таки европейцы проходят.
на данный момент такие правила создали, что у нас европейцы проходят. И то есть, ну, у нас конкуренция как бы есть с европейцами, они занимают призовые места, ну и для МОКа, для Федерации международной, это, конечно, интересно, когда вид спорта развивается. Если взять ту же самую вольную борьбу, то там, в принципе, все замыкается практически на странах СНГ. И даже Кавказа, да? Ну да, ну основной, это, так, не секрет, как бы, что наши борцы российские, это Осетия, Дагестан, они все борются и за Азербайджан, и за Белоруссию, и за Украину, и за Узбекистан. То есть они не могут у нас в России пройти, потому что жесткий отбор. Уезжают туда, и там у них как бы получается. А какие деньги в России вкладываются в этот вид спорта? Очень большие. На данный момент очень немаленькие. Ну, а в цифрах как-то можете Ну, озвучить? я не могу так озвучить. Ну, я скажу так, что то количество сборов, которые я провожу как тренер, главный тренер по юниорской сборной или как во взрослой сборной, такое количество сборов и такое количество человек навряд ли где-то в мире есть, кто может как бы содержать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что внимание россиян к единоборствам усилилось после того, как Путин сказал о своем увлечении дзюдо. Это как-то влияет вот, на финансирование, например, этого спорта? Этого дзюдо? Не только дзюдо. Нет. На Вообще. дзюдо финансирование, конечно, там... Другое, да? Да, да. То есть У нас сейчас в больше, России чем- говорят, если ты приходишь там, ну, к бизнесменам, грубо говоря, там говоришь о чем-то, чтобы где-то какую-то помощь оказали, там два вопроса. Или, ну, многие бизнесмены как бы особо со спортом не дружат, да, поэтому они там спрашивают, греко-римская борьба в Сочи будет, хотя не понимают, что зимние Олимпийские игры. Или дзюдо, или Сочи. Вот, то есть два направления, которые, ну, людям интересно делать инвестиции. А все остальные виды То, что спорта... понравится главному человеку страны. Ну, естественно, да. Поэтому там, в принципе, проблем с деньгами нету вообще никаких. Может быть, мой вопрос будет не очень корректный. Вот мы так все радовались, когда квалификацию прошел на Олимпиаду Ленур Тимиров, наш Да. судакский борец. И вот не получилось у него на первом же этапе. Он был отсеян. Ваш комментарий. Почему так произошло? Ну, я думаю, Ленур очень интересный парень. И там, конечно, он в первую очередь, вот то, что вы вначале задавали вопрос психологии, я думаю, что он не справился. Ну, плюс, конечно, Вопрос психологии. не Просто был повезло. страх, чрезмерное Нет, волнение нет, ну или как что? может быть страх у человека, который всю жизнь занимается? Вот мне когда говорят, вот он трус, он боится. Как может человек бояться, когда он выходит на протяжении стольких лет бороться? Что там его? А что именно может помешать тогда? Психология? Ну это напряжение, это надо там быть. Вы познакомились с Ленуром там? Да, я знаю, я его знаю еще по юниорской. Он как бы конкурировал с моими ребятами. Вот. Даже на первенстве Европы он выиграл у одного, потом на первенстве мира проиграл. Вот он был вторым и третьим. Вот. Ну, парень довольно-таки интересный, характер, все. Ну, очень приятный парень. Ну, это лично мое мнение. Но на данный момент, конечно, ему чуть-чуть рановато еще. Это проблема только спортсмена или проблема вообще с самой сборной или школы украинской или финансирования? Вы можете разложить вот по полочкам нам, чего здесь не хватает? Ну, это опять еще? же лично мое мнение. Да, лично ваше конечно. мнение. Да, мое мнение, что, ну, конечно, я не думаю, что с финансированием есть проблемы. Именно как бы именно у него и именно у взрослой команды, как бы то, что надо, они берут. Но на данный момент, конечно, ну, я думаю, что он был не в лучшей форме. Не в лучшей форме. Ну и, понимаете, Олимпиада это такое, это ну, надо в душу залезть как бы сопернику. Там не было его ни личного тренера. Там должен рядом человек, которому ты доверяешь. Я не знаю, и опять же, там, кухню их сборной, ну, если он доверяет, там, старшему тренеру и главному тренеру Украины. Доверяет это не просто там, доверяет это человек, которым можно, ну, на любую тему поговорить, понимаете, с которым можно... вот у меня, допустим, в свое время, когда я боролся, да, у меня была проблема, у меня что-то было в душе, что-то кипело, но я не мог кому-то раскрыть. Где-то стыдно было, где-то что-то там, понимаете. Вот задача тренера, который рядом, вытащить, да, с парня это, чтобы он не скованный пошел, а пошел туда и показал Тренер все, что это не может. просто тренер, это отец-психолог? Безусловно, да, безусловно, безусловно. С какого возраста стоит начинать заниматься этим спортом? Ну, по мне так, не раньше, чем с 12 лет.
Я вернусь к такому тоже вопросу, который вычитал буквально сегодня утром. В интервью было президента вашей федерации российской по греко-римской борьбе после вашего назначения главным тренером юниорской сборной. Он сказал, что мы сильно рисковали, назначая Рустема Амбетова главным тренером юниорской сборной России, но риск оправдан. И объяснил, почему рисковали. Потому что вы ни разу не стали чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Как-то вот вас самого, как, ну скажем, спортсмена в прошлом, а не тренера, задевают такие комментарии? Что... Нет, ну, историю не вычеркнешь, если это правда. Ну, если я не стал им, от того, что я сейчас что-то буду говорить, я же им не стану. Поезд ушел. Но вы пытались квалифицироваться на Олимпиаду, да, несколько раз? Ну, конечно, да. 2 раза я отбирался, как бы, но, к сожалению, спорт это не только вышел на ковер. И есть еще закулисная борьба, есть еще... Ну, вы много. проиграли в закулисной борьбе, да? Ну, я думаю, что... Ну, как вам сказать, понимаете, вот сейчас, когда уже я стал тренером, да, я где-то и понимаю тех тренеров, потому что там они... Скажем так, я дал повод. Какой? Ну, какой? Где-то проиграл, где-то смолодушничал, наверное, где-то, безусловно, дал повод, потому что если бы я выиграл все подряд везде, ну, я думаю, никто бы не... А для ваших подопечных важно, что вот нет, например, статуса победителя каких-то более серьезных Я турниров? думаю, для моих подопечных более важно отношение к ним. Я думаю, более важно это. Очень много... Вообще, я вам скажу, очень мало хороших, я не говорю, что их нет, но очень мало хороших тренеров, олимпийских чемпионов. Потому что... То есть хороший спортсмен – это не всегда хороший тренер, Безусловно, и наоборот, да? То есть да. хорошие тренеры – это не всегда лучшие спортсмены. Да. Греко-римская борьба – дорогой вид спорта? Нет, абсолютно. То есть для того, чтобы участвовать в соревнованиях, деньги совершенно не нужны? Практически нет. Как это, например, в других видах Да, спорта? да. У нас совершенно дешевая амуниция, очень дешевый вид спорта у нас по отношению с любыми. Я уже не беру за эти теннис, там что-то, даже по сравнению с дзюдо. У нас практически ничего не надо. Ковер. Сейчас священный месяц Рамазан, очень много спортсменов в борьбе мусульман. Да. Насколько уместный пост и спорт? И насколько это можно совместить? Точнее скажу, у нас Да. даже был репортаж в новостях о подготовке к Олимпиаде. 3000 спортсмен-мусульманов принимали участие в Лондонской Олимпиаде. И тренеры по-разному, даже тренеры-мусульмане одни говорили о том, что лучше тренироваться и питаться, и потом отложить пост на послеолимпийское время. Другие говорили, это выбор спортсмена, и как он уже сам выберет для себя. Вы бы что рекомендовали в этой ситуации? Ну, вы знаете, конечно, Аллаху алим, Аллаху видней, как... Я надеюсь, что я не ошибаюсь, но я, допустим, своим спортсменам не то что запретил, я не имею права такого сделать, но я их поставил перед правом выбора. Или вы приезжаете на сбор, но не поститесь, или вы остаетесь дома и все соблюдаете, потому что ислам, религия, она никогда не вредила здоровью. А тренироваться на сборе практически, тем более у нас здесь еще день более-менее, скажем... На севере более длинные дни сейчас, да. Да. Там почти ночи нет, да. Да, в той же Москве там в 10 часов только разглавляются. А в Петербурге еще позже. В Петербурге еще позже. В данный момент у нас в Москве был сбор Подмосковья, поэтому мучить свой организм я не считаю правильным. Вот, конечно, пусть Аллах простит меня, если я что-то не так делал, но это То мое есть мнение такое. питание – залог успешной тренировки. Безусловно, как можно делать 3 тренировки? У меня же тренировки, у нас же, понимаете, там не в охотку, это там не, я не знаю, там в теннис поиграл, отдохнул. У нас очень тяжелые тренировки, за тренировку по 1,5–2 килограмма сбрасывают вес, да. Поэтому, тем более лето, жара, очень Какое-то тяжело. особое требование есть к питанию в греко-римской борьбе? То есть как питаются эти спортсмены? Нет, обычно. Обычное питание? Да, обычное питание. Женщины в этом спорте есть? Нет. Вчера был разговор, что... Вроде как мне сказали, что есть. Нет, В вольной да, борьбе есть, вольной а борьбе. у нас нет. А как вы относитесь к тому? Очень плохо. Да? Да. Почему? Женщина, Аллах создал женщину не для того, чтобы она... Женщина – это очаг семьи. Мое мнение, она должна быть там, она должна быть дома, воспитывать детей.
То есть вот были две турецкие спортсменки, которые на 1500 метров, одна золото, другая серебро принесли своей стране. То есть вы не радуетесь за такие, Абсолютно. да? Не, ну как не радуюсь? За любое проявление, где мусульманские страны, я радуюсь от души, но я не приветствую это. То есть вы игнорировали женские, да, виды там спорта на Олимпиаде в Лондоне? Вы Или знаете, как на это Олимпиаде в было? Лондоне я вообще ничего не видел. У нас зал, олимпийская база и все. Я практически, мы вечером один раз выехали, посмотрели Лондон и все. То есть женщина в принципе не должна заниматься спортом? Мое мнение, да. Дома. Ну и даже саудовские и иранские спортсменки, по-моему, участвуют, исламских стран таких. Саудовские навряд ли участвуют, и египтянки могут. Сауди Вот, навряд ли, я в думаю, этом что... году убедили, по-моему, даже Саудовскую Аравию, чтобы квалифицировали, позволили женщинам участвовать. Ну, я не буду говорить. Ну, я видел, там много очень девушек ходили в платках, как бы там все. Ну, я не считаю это правильным. В любом случае, как бы, я уверен, что это неправильно по религии, в первую очередь. Ну, и чисто, как бы, вот, бытовое мнение, оно... Я не понимаю, когда женщина идет в платке и там бежит 100-метровку, там, или, я не знаю, борется там, или туда, или сюда. Ну а вот вы говорите, вы своим спортсменам даете право выбора. То есть женщина в праве выбора не нуждается. Здесь нет. Ну вот вопрос от женщины, позволю себе его спросить, всю жизнь волновал меня, из разряда блондинки. Через сколько лет тренировки у мужчины, борца, уши становятся как вареник? Да, это дело случая. Да? То есть Да. нет какого-то конкретного периода? Нет, ну если тебя А поломают почему его в вообще? 12 лет поломают в 40 лет, значит 40 лет поломают. То есть это от захватов они такие становятся? Или... Ну, от захватов, от ударов, да, все вместе. Я после этого вопроса, по-моему, забыл то, что я вспомнил. Вы как раз переехали в 91 году, когда в Санкт-Петербург, это началось время, ну, по бывшему Советскому Союзу, время бандитизма. И ну, не секрет, что много молодых спортсменов участвовали в бригадах. Как вы пережили это время? Ну, знаете, слава Аллаху, как-то вот, хотя был соблазн, и, как говорится, горели глаза, потому что... Ну, предлагали сверстники- быть в бригадах, да, как спортсменам? Ну да, ну как бы борцы, боксеры, как бы они там всегда рядом были. Ну, где-то и старшие ребята помогли, наоборот, отодвинули, от сказали, да, ты занимайся здесь, мы тебе там поможем. Где-то, ну, слава Аллаху, что я выбрал другую дорогу. То есть это можно было избежать, да, потому что другого же финансирования спорта резко тогда, по-моему, даже в России упало. Вы знаете, на тот момент очень тяжело было. И, как говорится, выходили мы на большую дорогу, и что только не делали. Но Как выживали тогда? Вот 90-95 год. Вот это очень самое тяжело. сложное. Ну, я вам скажу, в прямом смысле слова голодали. Было такое время, потому что, как бы, ну, и семья у меня не такая богатая была, чтобы там мне с дома могли много помогать. И, в принципе, окружение ребят было такое тоже там. Ну, в общем, было очень тяжело. Очень было тяжело. Полегче стало только тогда, когда какой-то чуть-чуть результат пошел. Люди как бы поверили, стали помогать. Чуть-чуть стало легче. Но так было очень тяжело. Вот, скажем, по 95-й год, вот эти 4 года, они были очень тяжело. А спортсмены после спорта, не все же уходят в тренерскую деятельность? Да, Чем еще безусловно. могут заниматься борцы? Да всем чем угодно. И в бизнес Но многие уходят, Тот ли и в политику это уходят. спорт, в котором можно там немного заработать денег и заняться бизнесом? Нет, нет. В нашем виде спорта хорошо зарабатывают только те, кто удался, то есть олимпийские чемпионы, ну, чемпионы мира некоторые. Конечно, олимпийские чемпионы на данный момент, они... Зарабатывать на чем? На том, что им раз в 4 года, если они победят, дают какие-то гонорары, там, квартиры и прочие вещи, или там рекламные кампании? В чем? Все, вот то, что вы называете, все. Все. И рекламные кампании предлагают, и люди относятся по-другому. Много больше общения становится, ну и возможности для бизнеса, естественно, больше становится. В каждом виде спорта есть профессиональные заболевания у борцов. Какие это могут быть Ну, болезни? суставы, конечно, в основном у многих плечи, колени. Больше проблемы это ребра поломанные. Вот. Ну, те, кто много гоняет вес, конечно, проблемы с желудком бывают. Но в основном суставы. Вы лично избежали травм? Нет, конечно. Нет. Ну, я скажу, что в профессиональном спорте навряд ли кто-то может избежать травм. Другое дело как-то, ну, кто на каком уровне это все. Как человек из профессионального спорта, вы подтвердите эту мысль, что весь профессиональный спорт — это калечить Да. себя? Да? Конечно. Тогда зачем заниматься? Это не противоречит, ну, каким-то вот высшим ценностям, о которых вы говорили относительно женщин?
практически калечить себя. Ну, Ну, знаете, на тот момент, как бы, когда я начал заниматься этим видом спорта, как бы, я об этом не думал, как бы, как любой пацан, мне хотелось быть сильным, там, постоять за себя на улице и что-то в этом плане. Ну, например, своим детям бы вы не разрешили Ни в заниматься коем случае профессиональным нет. спортом? Нет, своих детей. Мне часто вопрос задают, а ты никогда? Никогда. То есть у вас есть... Ну, у меня девочки. У меня права выбора нету пока. Сколько у вас? 4. 4 детей. Машалла. Какой возраст финишная прямая для спортсмена? Ну, за 30 уже тяжело. После 28 тяжело. Уже тяжело. Вам почти 40. Вы видите себя дальше на тренерской работе в Петербурге или как-то связываете себя с Крымом? У вас родители тут живут в Джанкое, да? Как-то вот приезжаете, что вы для себя думаете по этому поводу? Ну, безусловно, я вернусь в Крым, как бы это даже не вопрос, не стоит для меня. Другое дело времени. Вот. И чем здесь заниматься буду, я тоже пока не знаю. Потому что, как бы, мне интересно, но есть некоторые вопросы, которые я должен лично для себя выяснить. Вот. А девочек своих за крымских татар будете выдавать замуж? Как Аллах. Как Аллах даст, так и буду. Но, безусловно, за мусульман. В каком возрасте все-таки, мы вернемся к вопросу о Крыме, планируете сюда перебраться? Как построю дом, так перееду. То есть вы строите здесь дом? Ну, пока в поисках. Какие еще перспективные спортсмены есть в Крыму, кроме Ленура Темирова? Не знаю. Ну, вы, наверное, Скажу честно, не принимали знаю. участие в конференции по Курешу, да, которая была Нет, здесь? я не принимал, потому что как бы приглашали, но я все-таки здесь гость, и я считаю неэтичным как бы там присутствовать, потому что у меня есть свое мнение, оно может не понравиться кому-то. А какое у вас лезть мнение? В чужой огород. Не, я не буду говорить, потому я там не слышал, какие вопросы поднимались. Ну, если вы хотите узнать мое мнение в общем о положении, как бы там, ну, я не скажу, что я доволен. Я очень доволен нашими ребятами, очень доволен. В Куреше вы имеете в виду? Или В греко-римской борьбе. Вообще, я куреш не вижу как вид спорта. Почему? Ну, скажем так, Потому что он не это больше квалифицирован увлечение. как Ну, конечно, да. Олимпийский Да, комитет, да, да. Это больше увлечение, наверное. Вообще, куреш как бы такую маленькую предысторию. Куреш стал развивать. Он был всегда куреш, но его стал развивать Риф Гайнанов. Был такой бизнесмен, умер он сейчас в Москве. Очень богатый человек. И он стал развивать просто, ну, скажем, ему стало это интересно, создать что-то свое. Он ее развивал на очень большом уровне, он ее пытался как бы на Олимпийские игры продвинуть, что маловероятно было. Вот. Сейчас, после того, как его не стало, это потихоньку разваливается. И я думаю, что развалится. Конечно, будет проводиться оно все под ассоциацией, проводится филовская, но, понимаете, чемпион мира по курейше и чемпион мира по греко-римской борьбе или по вольной борьбе – это земля и небо. Почему нет если- шанса у Куреши стать таким же видом спорта, видом борьбы? Ну, нет, я думаю, что потому что, во-первых, он не так развит, во-вторых, чтобы, понимаете, все закручивается вокруг Олимпийских игр. Олимпийские игры, вот там, то есть вот там есть, грубо говоря, 1000 медалей, 1001 медаль никогда не будет. Ведут курейш, уберут, я не знаю, там виды плавания, там что-то такое, понимаете, она как бы не расширяется. Сейчас убрать какой-то вид спорта и сунуть туда курейш, это, я думаю, нереально. Я не думаю, что нереально. Ну вот сейчас в Татарстане будет проводиться Всемирная универсиада, вот туда как бы... Вообще Олимпиада, вот допустим, если бы Украина, грубо говоря, будет проводить Олимпийские игры, она может, насколько я знаю, один вид спорта свой как бы... Предложить, да. Вот в Казани, допустим, универсиада это то же самое, как бы примерно, только среди студентов. Вот Казань как бы предложила, они поставили вопрос ребром, или так, или не так, вот там будет проводится курейш. А на Олимпийские игры я мало как бы верю в то, что кто-то скажет, давайте будем проводить курейш. Если от спорта отойдем, поговорим про Санкт-Петербург, в котором вы почти 21 год. Что из себя представляет санкт-петербургская крымско-татарская диаспора? Есть ли она вообще, общается ли между собой? К моему стыду и разочарованию, как бы, я там не знаю, как таковую диаспору, хотя она есть.
она есть. Я Вы не в своё патриотичный время- человек, Нет, да? почему? Я с огромным удовольствием. Просто так сложилось, скажем так. Когда они меня приглашали, ну, как-то у меня не получалось. А потом, когда я как бы был более свободен, они потерялись. И как-то так. Ну, я общаюсь там с нашими земляками, и там их немного, и очень уважаемых людей очень много. Как бы, ну, вот так именно в диаспоре, как они там собираются, ни разу не был. Приглашен был, но ни разу не, как говорится, не присутствовал. Ну, вы себя считаете крымским татарином? Безусловно. А что Безусловно, это быть и я- крымским татарином для вас? Как это? Ну как? Я крымский татарин. Как значит? Что значит? Ну, с диаспорой вы не Ну, особенно вот, например, в семье, общаетесь. в В семье Крым- какая речь звучит? Как получается в семье говорить? Ну, С языком. безусловно, крымско-татарская речь звучит. Мгм. Как бы это, Жена у вас там, тоже из что- Крыма, Да, да? конечно, да. Жена и детей мы как бы приучаем. Ну, естественно, в России это гораздо тяжелее. Поэтому, когда приезжаю сюда, я и сестер, и маму прошу, чтобы только на татарском. Ну, тяжеловато, но как бы... Ну, был я- такой стереотип даже, что Санкт-Петербург самый такой, может быть, ну, нацистский город России, где много было там Да. каких-то случаев на почве ненависти, да, по национальному признаку. Как вы на себе это ощущали в Петербурге или вам удалось избежать? Ну, в общем, в России, конечно, это ощущается, безусловно. Но так на себе, чтобы где-то какой-то конфликт на этой почве был у меня, ну, кто-то может ляпнуть, это есть. Но так, чтобы конфликт, как бы, Если кто-то ляпает, вы реагируете как спортсмен на это? как придется. А как приходилось? Были конфликты на этой почве? Ну, конфликты, я думаю, что в основном словесные только. До кулаков не доходило? да? Нет, ну, зачем? До до захватов и кулаков? ломания ушей. Да, если можно, как говорится, так объяснить. Саунс – это был главный тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе и старший тренер просто сборной России по греко-римской борьбе Рустем Амедов. Да. Который считает, что женщинам не место в спорте.